Здравствуйте, меня зовут Капустин Диана, я ученица 10 класса Тяхтюрской СОЖ. Тема моего доклада – сравнительный анализ корейского и якутского шаманизма. Этническое происхождение якутского и корейского народа до сих пор является предметом споров и дискуссий. Многие специалисты высказывают предположение о том, что предки корейцев пришли из района озера Байкал, района из которого, согласно последним генетическим исследованиям, считается, пришли в район бассейна реки Лена, предки современных якутов. Поэтому вполне возможным становится предположить о том, что можно найти общие черты в культурах двух народов, особенно если исследовать архаичный слой данных культур – шаманизм. Специальных исследований по данной теме не проводилось и печатных трудов нет. Тема представляется актуальной, так как мало изучена. Цель исследования – выявить общие черты в якутском и корейском шаманизме, описание их особенностей. Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи. Первое. С помощью литературных источников, печатных изданий рассмотреть путь становления шамана в обеих культурах, изучить место женщины в шаманизме обоих народов. Второе. Определить строение Вселенной по якутским и корейским представлениям, проанализировать образ мирового дерева по якутским и корейским верованиям, сравнить корейские и якутские шаманские костюмы, выделить общие черты. Третье. На основании собранных данных сделать собственные выводы по обозначенным целям работы вопросом. Цель работы с вопросом. В основе анализа лежат сравнительные и сопоставительные методы, которые позволяют установить общие черты и определить их по тематикам. Шаманом можно назвать человека, являющегося посредником и избранником духов, обладающего способностью видеть иную, особую реальность и путешествовать в ней. Ценные сведения о веровании и обычаях якутов мы получили в капитальном труде Серошевского «Якуты. Опыт этнографическое исследование», а также в работе Ксенофонтова «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов». В своем исследовании мы опирались на труды таких авторов, как Худяков, Торщанский, Ксенофонтов и Алексеев. Корейский шаманизм впервые привлек в себе внимание исследователей в начале XX века, когда начали появляться работы западных исследователей-миссионеров. Сведения о корейском шаманизме содержатся в следующих значительных работах: Халберт, корейский мудан японцу, прошлое Кореи, Андервуд, зов Кореи, работа Изабеллы Бишоп, Корея и его соседи, а также Гриффис, наследие Кореи, Роскорея, ее история, обычаи и манеры, Оксфорд, корейцы и их культура. Однако, как отмечает ученый Ефимов, фактически во всех работах западных ученых скрытой мотивацией было желание понять роль традиционных религиозных верований в корейском обществе и корейском сознании, как вспомогательный инструмент для распространения христианского протестантизма. В данной работе мы предприняли попытку сравнения поверхностных слоев шаманских культур двух народов. Однако можно отметить, что в целом общие основные черты корейского и якутского шаманизма позволяют предположить сходство архаических слоев этнической культуры якутов и корейцев. Выводы. Якутский и корейский шаманизм имеют много общих и много специфичных черт. К общим чертам можно отнести схожую систему культа неба и небожителей, почитание духов земли, воды, зверей и птиц, схожую культовую систему терминологий, место женщин в шаманизме обоих народов, структуру деятельности шаманов, становление шаманов и отправление ими ритуалов.